Ну и снова здравствуйте, друзья. Сегодня сын Роман и я едем. Ну куда едем? На рыбалку? На рыбалочку. Налима опять мы навряд ли увидим, так как ветерок не дает смотреть. При таком ветре вода рябит и налима не видно. Ну, хищную рыбу, я думаю, мы половим. Да, Роман? Поехали. Несмотря на то, что Печора в наших местах не такая уже узкая, широкая местами поуже, конечно, но в данный период времени она очень и очень мелкая. В некоторых местах ее можно даже вброд перейти. Вот, допустим, здесь перекат, по колено может будет. Здесь тоже все мелко. Шаг влево, шаг вправо, хана винту, 5000 на ветер. Надо ехать очень и очень осторожно. Если не знаешь фарватера, то это все. Так что едем очень аккуратно. Как бы я примерно знаю, но сегодня волна не видно, где эти перекаты. Передвигаемся как по минному полю. Как-то вот так. Ну что, будем пробовать. Рома на джиг-головку силиконом. Я вот на такой вот воблерок попробую. Посмотрим. Он плавающий. Здесь мелко. Посмотрим, что у нас получится. Так, мотор надо поднимать от греха подальше. Вон во что превратил я винт. Весь уже покоцанный. Надо бы, конечно, новый, но ладно, будем добивать этот пока мелко. Я в надежде на щуку, конечно. Воблерок-то поставил. Хотя я ловил и окуня на него неплохо. Так, вижу мальков на дне. Вон сколько малька. Где малек, там в принципе должна быть и щука. Окунь. Вот, вон как красиво идет. Не знаю, видно, не видно. Но рыбка вообще супер. Состоит из 3 частей. Видишь, сколько мальков, Ром? Тьма тьмущая. Может, с очком черпанем, нет? А окушков, кстати, не видать. Ни окуня, ни щуки. Так, ветром нас прибило. Ладно, пока выключаем. Ну чё, Роман? Рыба сегодня не хочет клевать. Мальков не поймали. Так бы, может, на удочку-то и окушков надергали. Спиннинг ни воблеры, ни резину, ни железо, ни силикон. Не хотит и все. Полное отрицало. Ну, здрасте. Давай, доставай ведра, пойдем посмотрим смородину. Смородину красную попробуем собрать. Давай, Ромка. Где-то здесь должна быть красная смородина. Не помню, вроде напротив дамбы этой или той. О, уже вижу. Уже вижу кустики красной смородины. Нормально зрелая крупная смородинка.
Вот она. Вот она, родимая, вот она висит. Вот она везде, везде. О, смотри, Ром, смотри, смотри сколько. Смотри, сколько там смородины, иди собирай. Ну, не рыба, так ягода, что теперь? Поехали. Витаминчики на зиму. Зима длинная. Так что приедем сегодня с ведрами смородины. Мамка скажет, откуда, а мы скажем, на рыбалку ходили, да, Ром? Ягод собрали. Ягоды тоже хорошо. Ладненько, пока выключаемся. Потом покажу, сколько мы собрали. Вот ее сколько. Вон, везде. Кустики прямо на реку, на берегу реки. Че, Рома, там у тебя ведро еще не полное? А? Все. Уйдем, когда ведра соберем? Или как? Ну давай хотя бы часик пособираем, ближе к вечеру. Клевать-то лучше, наверное, будет. Сейчас все равно не клюет пока. Ветер сносит, неудобно спиннинг кидать. А так как раз ровненько будем сплавляться и кидать. Договорились? Все, договорились. Собираем дальше. Вот это виноград. Вот это коми-виноград. Вот это мы с Ромкой попали. О, висит все. Вот, вот, везде. Вот там дальше тоже. Нормалек. Собираем дальше. Вон она и здесь покрупнее. И грозди висят. Обалдеть, вон. За раз можно. Раз, цинк. И полная горсть ягод. Зашибись. Круто. Вот это мы попали на кустик. Ягода созрела. 3 дня назад собирали, она еще перемешка была с зеленой. Теперь все хорошо. Теперь уже можно собирать все подряд, не выбирая. Ладно. Поехали дальше. Ром, иди сюда, я на кустик нашел. Нашел кустик, вон висит все тут. Смородина крупная, зрелая. О, как виноград висит. Сюда иди. Вон там, смотри, там дальше второй кустик тоже. И там собирай, я здесь пока. Вон, смотри, как красота какая, Ром. Видишь? Обалдеть. Ладненько, собираем дальше. О, какая красота. Раз. Раз, раз. И все. Уже полная горсть. Вообще круто. Здорово. Это еще хорошо, что с Троицка никто не приезжал сюда. Они бы уже опустошили здесь все кусты. Так что, Ромка, нам еще повезло. Удачно мы на рыбалочку съездили. Нравится тебе такая рыбалка? Супер. Ну ничего, зато зимой, когда будем витаминный морс пить, ты вспомнишь, скажешь, ну как хорошо мы попали-то, а? Ладненько, поехали дальше. Не удержался, еще хочу показать, какой красивый куст нашел. Вон, все висит. Гроздья, гроздья, вон гроздья. Вон, вот что творится. Вон, вот, везде. Сколько
Вон сколько вижу. Вон. Везде ягоды, ягоды, ягоды. Здорово. Вот там вот возле речки кустик тоже полностью усеян ягодами. Вот. Ну, понеслась Собиралова. Одно удовольствие, когда ягода зрелая, крупная и гроздями, махом прибавляется. Не надо по одной ягодке собирать. Это мы удачно заехали. А клевало бы, мы бы сюда не попали, да, Ром? Я говорю, если бы клевало, мы бы сюда не попали. Так что иногда бывает и хорошо, что не клюет. Ладно, все, не будем отвлекаться. Собираем. Так, время уже 16:22. Мы где-то уже час собираем. Рано, наверное, уже речку. Ветер стих. Блин, и как вот такое оставить, а? Ну ладно. Паукана собрал. Ромка, у тебя есть пол-ведра? Ром, нету еще? Ну ладно, сейчас еще кустик этот доберу и поедем, наверное. Ветер стих, надо порыбалить немножко. Ну и так уже почти паукана я собрал. А то скоро темнеть начнет, мы порыбачить не успеем даже. Так что собираем. Еще минут 10 и все, на речку. Время уже 16:43, Ромка. Без 15:05 мы сегодня даже порыбачить не успеем. Хотел 10 минут пособирать. Но как тут, как вот можно вот оставить такое вот, когда вот все вот так вот висит. Вот. Все висит как виноград, ну. Вон, все усеяно. Кругом, куда ни взглянь, вон. Везде красная смородина, вон она висит. Ладно, до 5 собираем и все, валим. Хорошо? Так, время 5 часов 1 минута. И как бы не хотелось вот оставлять вот эти ягоды. Но всех их не собрать, их вон тут куча. Ладно, Ром, поехали, приедем в другой раз соберем. А то мы так точно порыбачить не успеем. Немного надо хоть, может, пару щучек попадет на жареху. Если нет, так окушков. Но сегодня мальков нету. Покидаем спиннинг. Что поймаем, то поймаем. Так, о. Ладненько. Если никто не соберет, эта смородина никуда не денется. Вот ее сколько здесь. Ай. Вон ее. Сколько здесь. Вот ее сколько здесь. Вот, везде. Тут еще. Собирай, да собирай. Вот она. Висит гроздями. И наш северный виноград. Успевает созревать за наше короткое северное лето. Обалденные витаминчики. Ладно, все. Блин, как вот так, а? Как вот это все? Ладно, все. Ладно. Ухожу. Так, вулкана есть, даже немножко больше. Посмотрим, что там Роман насобирал. Ну-ка, Ром, хвастай, сколько ты там насобирал? Ведерочка-то будет, нет? У двоих у нас. Как думаешь? Так. А ты что, их по одной, что ли, собирал? Что они у тебя такие чистые, это ягоды? Да. А?
Из-за этого так и долго. Дома почистим. Ты чё? Давай, крышку давай. Собрал, да и все. Вот еще вошкаться. Дома можно без комаров, без ничего это чистить все. Я-то думал, у тебя пол-ведра, видишь, как у папы? Грязненько, но зато объем какой вон. Это все же чистится, Рома. Зачем тут чистота-то? Я не понимаю. Мусор у тебя убрать столько же будет. Ну не совсем же столько. Ты чё, Ром? Мусор. Зато, вот если бы собирал бы так же, как я, у нас ведерочка бы полная была. Я думал, у тебя. Ну, берем, если хочешь. Ну, нормально-то, да? Сколько тут? Килограмм 5 по-любому, и 6 может даже. Ладненько, все, закрывай. Поехали рыбалить. Поехали. Прямо здесь сейчас начнем. Вот там вдоль кустов сплавимся ниже и покидаем спиннинг. Ну вот. Наконец-то и первая рыба. Это вот такой вот красавец окунь. Взял вот на такую вертушечку. А самосплавом вдоль острова проплывем, сплавимся. Вот тут бы, конечно, если бы мы черпанули мальков и на удочку половили, тут окуня бы мы потаскали, это 100%. Но Ромка хочет поймать щуку, так что сегодня удочки пусть отдыхают. Будем кидать до упора в поисках щуки. О, есть поклевка. Кидай, Ром, туда. У меня уже клюнуло. Клюнула и плюнула. Не зацепилась. Ты попробуй это потише крутить. И с перерывами покрутил. Тем более у тебя джиг остановился. Покрутил, остановился. Или вот так вот двигай. Чтобы не бойся, что он на дно ляжет. Тут песок. Тут не зацепишься. Пусть он у тебя скачет. Вода, конечно, мелковата. Когда здесь поглубже, интереснее. Ну-ка, ладно, попробуем коряжника обловить возле берега. Рыбу не знаю, но корягу точно можно поймать здесь. Кусты тут лежат. Мама, не горюй. Как клёв? Окушки? А на спиннинг не берет, не пробовали? У нас тоже вот один только и все. Ну мы в 5 только начали, мы ягоды собирали. Что-то вообще не хочет. А вы на червя, да, ловите? Я когда дня 3 назад, наверное, тоже ни резину, ни железо, ничего не брала. Черпанул малявок, на малявок окунь поклевал, килограмм 5 поймал, наверное. А в лесну что-то не хотят брать. О, нет, что-то взяла. Окушок. О, небольшой окушок, блесенку схватил. Блесна больше, чем сам окунь. Друзья, вы не поверите. Опа! Что это было? Рыба, Рома, сачок, щука. Щука. Опаля, ушла. Хорошая щука была.
Только хотел сказать, вы не поверите, время уже... Смотри, взяла на белую вертушку большую. Мы там на резину. Время 7 часов уже. За 2 часа ни одной поклевки. Только хотел сказать, и на тебе. Коряги. Одни коряги здесь. Обалдеть, сколько хлама. Еще удивляемся, цепляемся, не цепляемся. Ну чё? Солнце скрылось за горизонтом. Скоро будет темнеть. А мы так и ничего не поймали, Ром. Мы сегодня ягоды поймали зато. У нас сегодня, Ромка, ягодная рыбалка. Один окунь и 2 окушка, да? Чё? Одну щуку поймал, и та ушла. Попадала, что ли? У меня тоже сход был, что ты. Не один ты такой. Крупная была, нет? На вертушку? Ну, поймать бы хотя бы парочку. Ну, хотя бы одну. У нас сегодня даже на сковородку кинуть нечего, Ром. Что-то мы сегодня хреново рыбачим. Ну, 2 маленьких, там есть щекушка. Надо пару... Вот та бы щучка не сошла, а как раз где-то была 1,5 килограмма, наверное. Как раз порезали на жареху было. Но такое ощущение, что она не на крючке была, а просто блесну держала. Она боком шла и ушла. Или забагрила я ее. Она неестественно шла. Боком. Ну что, вот так вот впустую и заканчивается наша сегодняшняя рыбалка. Ягодная рыбалка. Ягод пособирали. Ну, хоть ягод пособирали, то хорошо. Я не знаю, что случилось с рыбой, но она брать совсем не хочет. Одна щучка брала. Вот надо эту белую вертушку. Поставил белую вертушку. За блесната. Аката какая-то. 4. Вот одна щучка взяла ее, и то сошла. Щука. Нормальная щука была. И больше ничего. Щука. Щука, щука, Ромка. Тащи сачок. Блять. Все. Ну, наконец-то. Сначала дернула. Вроде думал, показалось. Но наконец-то хоть одна щучка. Значит, мы сегодня по кусочку пожарим все-таки эту щуку. Одному окунь, одному щука. На маленькую сковородочку мы уже все-таки поймали. Вот если бы еще парочку таких, и нормально будет. Ну что, домой. Такого улова еще этот год не было. Смотри, вот 2 маленьких окушочка. Один хороший окунь вон. Один хороший окунь. И вот щучка напоследок. Вот такая вот щучка. Это все, что мы сегодня поймали. Это все. Одна щука ушла где-то вот такая, 1,5 килограмма. Обещала вернуться. У Ромки тоже сход был щуки. Червей малявок мы сегодня не брали. Хотели поймать щук на спиннинг, но опять глухо на спиннинг. Ну ничего, зато ягод набрали. Все же не пусто, да? Ну, если по одному кусочку, то можно и пожарить даже. Ладно. Не всегда коту масленица.
бывает и такое. Ничего страшного, как-нибудь еще съездим. Но пока давайте прощаться. До встречи на реке. Канал Коми Рыбак. Подписывайтесь. Мы еще порыбачим. Пока.